Точно. Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Олег Желнин, я журналист, представитель средства массовой информации «Точка взаимодействия», телепрограмма. Сегодня 1 июля, и мы берем интервью у председателя городской территориальной избирательной комиссии столицы Якутии Аллы Георгиевны Самойловой. Алла Георгиевна, как проходит голосование в нашей столице и активность населения на сегодня какая? Ну, у нас сегодня утром открыты все 122 участка для голосования. Активность голосующих очень высокая, на мой взгляд. Большую роль сыграло то, что голосующие принимают участие в голосовании на протяжении всей недели. На вечер у нас было 57 тысяч человек посетило участки для голосования. Ну и утром вот сейчас до 10 утра еще 3000. То есть 60 тысяч из числа избирателей города Якутска. Это 30%. Это достаточно высокий показатель явки. Вот. Конечно, большое количество у нас заявок на голосование вне помещения дано. В основном вне помещения у нас вызывают лица старшего поколения, может быть, по состоянию здоровья люди не могут прийти на участки для голосования. Ну и те, кто сейчас в связи с пандемией находятся на самоизоляции, это вот молодые люди. Мне кажется, отличительной чертой вот именно этого голосования, которое у нас проходит сегодня, является то, что на участки для голосования приходит огромное количество людей в возрасте до 30 лет. Сегодня их достаточно высокий процент. Обычно они у нас вообще игнорируют выборы, и все, что связано с голосованием. У нас в основном самые активные голосующие это лица старше 60 лет. Но именно вот сейчас, видимо, важность самого вопроса, то, что мы обсуждаем или одобряем, вернее, поправки к Конституции Российской Федерации, как раз вот затрагивает и их личные интересы, и вот молодые люди решили принять участие в голосовании, что, конечно, нас, как организаторов этого процесса, радует. Я хотел бы напомнить, что в бюллетенях проставляют за и против. Да и нет. Одобряете ли вы? Да, так смотрел вопрос. Да. Хотелось узнать, как обстоят дела с наблюдателями, много или активно ли они участвуют? На этом виде голосования у нас существует порядок проведения такого голосования, в котором определено, что в качестве наблюдателей могут быть представители общественной палаты. И здесь я вижу, что большой интерес к работе наблюдателей у общественности. И у нас на участках не менее 2 каждый день наблюдателей. По 2, но они сменяют друг друга, но меньше 2 не бывает, чтобы одновременно находились. Надо сказать, что наблюдатели, они как-то именно вовлечены в процесс, они выезжают с нами на голосование вне помещения. Сейчас по порядку могут выезжать на голосование вне помещения либо 2 члена комиссии с правом решающего голоса, но может быть и другой вариант. Например, 1 член комиссии и 2 наблюдателя. И наблюдатели достаточно активно выезжают. Но пока таких серьезных жалоб нету. Я надеюсь, это будет так и до конца дня. Если есть обращения голосующих, то они касаются, может быть, нехватки средств защиты, может быть, какие-то личные такие претензии человека в списке голосующих не оказалось. А так больших жалоб и нарушений не зафиксировано на данный момент. Хотел бы призвать, конечно, наших избирателей прийти на голосование. И Алла Георгиевна, вообще сейчас по каким-то вопросам, если есть сложности, наверное, куда-то можно обратиться. Тем более, и второй сразу вопрос, а голосование, подсчет голосов будет до утра или как это будет происходить? Учитывая, что вообще есть горячая линия, наша, например, территориальной комиссии, можно на нее звонить, задавать вопросы. Что касается проведения голосования, обычно люди, когда переезжают с адреса на адрес, не знают, куда им идти голосовать. На все эти вопросы мы готовы ответить. Наш телефон 40 385, можно звонить, получите ответы. И что там еще какой вопрос был? И голосование завершится в 8 часов, и дальше какой-то процесс пойдет, да? Голосование в 8 часов, участки для голосования будут закрыты. Комиссии приступят к подсчету голосов избирателей в бюллетенях. Они сейчас находятся все эти дни, 6 дней, все в пакетах
есть специальные пакеты, короче, которые невозможно вскрыть незаметно, скажем так, да. И сейчас то, что опускают в ящики для голосования уже на самих участках. Все эти бюллетени будут между собой как бы смешаны, рассортированы на да, нет и недействительные. Недействительные бюллетени – это те, которые не содержат отметок, либо содержат 2 отметки, то есть там, где невозможно определить волеизъявление человека. Ну и дальше уже составят протокол об итогах голосования, привезут к нам, и мы эти протоколы будем вводить в систему ГАЗ-выборы. Ну, наблюдатели, они вправе получить копию протокола об итогах голосования. Ну, как правило, они пользуются этим своим правом и всегда берут копии. Я призываю всех, сегодня великолепная погода, видимо, опять будет жарко, да, прийти и проголосовать, ну и решить вопрос, за или против, и, наверное, да или нет, и все-таки таким образом решить отношение к своей родине, к нашей России. Спасибо. Все, да?